Саки – собирательное название группы ираноязычных кочевых и полукочевых племен первой тысячи до нашей эры, первых веков нашей эры. Саки наряду с другими историческими иранскими народами являются одними из предков таджиков. Название восходит к скифскому слову сака – олень, средний осетинский сак – олень. И древними авторами, и современными исследователями саки, наряду с массагетами, считаются восточными ветвями скифских народов. В ахеменидских надписях саками называются все скифы. В древнеперсидских надписях отмечены 3 группы саков. Саки хаумаварга, варящие хааму, дурманящий напиток, населявшие долину реки Мургаб, у Геродота и античных авторов, а Мургии, саки Тиграхауда, в остроконечных шапках, в бехистунской надписи Дария I, проживавшие в предгорьях Тиньшаня, их восточно-иранский язык сохранился в Хотанском оазисе до уйгурского вторжения в XI веке. Саки Прадарая, которые за морем, за рекой, саки Прасугудом, за Сагдианой, которые проживали в бассейне Аральского моря в низовьях Сырдарии и Амударии. Аримаспы, стерегущие золото грифов, расположившиеся на Алтае и в современном Восточном Казахстане. Некоторые названия сакских родов все же сохранились в истории: массагеты, даи, дахи, даки, даги, апасиаки, парны, кангхи и другие. Массагеты в древнеперсидских источниках саков называли могучими мужами, а иранские — турами с быстрыми конями. В пехлевийских источниках под могучими мужами понимаются уже белуджские племена. Благодаря сходству со скифами древнегреческие авторы называли саков азиатскими скифами. Страбон в своей географии приводит слова Хирила 7 век до нашей эры о саках, ссылаясь на Эфора, саки, пасущие агнцев, рождением, скифы. Живут же в Азии хлебом обильной. Хотя и намадов потомки, но непорочных людей. И Эфор, называя Анахарсиса мудрым, говорит, что он принадлежал к этому племени и считался одним из 7 мудрецов за безупречную моральную чистоту и разум. Сакские языки и диалекты, распространенные в древности на очень большой территории, представлены в настоящее время в Средней Азии памирскими языками шугна-нарушанская группа, язгулямский, ваханский и шкашемский. Памятником, фиксирующим речь древних среднеазиатских сакских племен, сохранился сакский язык. Источники перечисляют лишь названия некоторых племен и племенных групп: саки с остроконечными шапками, саки хауморга. Саки, которые за Сагдом, массагеты, дахи, со XI веке до нашей эры Тахары. Образ жизни саков и материальная культура очень близки к скифским, ювелирные изделия погребений выполнены в скифском, зверином стиле. В современной научной литературе к сакам относят ираноязычные племена Приоралья, северных и восточных районов Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири, отличая их от близких по культуре массагетов и скифов Северного Причерноморья. В отличие от скифов Северного Причерноморья, материальная культура саков и массагетов не несет следов эллинского влияния, поэтому иногда употребляют термин «культуры сако-массагетского круга». Образ жизни саков был оседло-кочевой. В степях западного и отчасти центрального Казахстана встречалось кочевое скотоводство. В степных и полустепных районах современном западного и южного Казахстана у саков развивалось верблюдоводство. Верблюд использовался как вьючное животное. Меньшую роль в хозяйстве саков играл крупный рогатый скот. На юге Казахстана в долине Сырдарьи развивалось земледелие. В 7 и 3 веках до нашей эры сакские племена объединились в союзы. Во главе этих союзов стояли верховные вожди. Их называли царями. Цари избирались советом вождей. Государственные дела обсуждались на народном собрании. Царь распределял между родами и племенами пастбища и другие земельные угодья. Сакские женщины пользовались равными правами с мужчинами. Представительницы Древней Греции, а позднее Рима в этом смысле обладали гораздо большими свободами и раскрепощенностью. Положение женщины в обществе саков можно определить как нечто среднее между понятиями «восточная женщина» и «западная». Известно также имя иранской царицы Зарины. Также известно о массагетской иранской царице Тамирис, которая властвовала после смерти мужа.
На рубеже 4 и 5 веков до нашей эры часть сакских племен была покорена персидскими царями династии Ахеменидов, став их вассалами. Эта группа саков платила им подати и поставляла воинов. Завоевание саков описано в бехистунской надписи Дария I. Саки в составе персидской армии участвовали в греко-персидских войнах, в частности, в битве при Марафоне. После завоевания Персидской империи Александром Македонским, одна из групп сакских племен вторглась в пределы сатрапии селевкидов Парфиены III век до нашей эры и сыграла значительную роль в образовании Парфянского царства. Вождь племени Парнов Аршак стал основателем Парфянской династии Иранской Аршакидов. Часть племен саков вторглась в Дрангиану и заняла ее, дав ей название Сакастан, страна саков, у Страбона латинский Сакейсин, современный Систан на территориях Ирана и Афганистана. Долго путешествовавший по территории Систана и Белуджистана британский офицер на службе у генерал-губернатора Индии Роберт Сандиман писал: быстро уменьшающиеся племена саджидов и сака являются другими из более древних рас Белуджистана, легко узнаваемых в классической географии. Сака, Сакхани, Сахакан, Саджиди — 3 или 13 из 600 племен белуджей. Присутствие племени саков среди белуджских племен объясняется тем, что происходили миграции племен на территории Систана и Белуджистана. Переселение саков в китайских источниках эти племена называются племенами Сэ, было частью перемещения кочевых народов, запущенного вытеснением юэчжей около 175 года до нашей эры. Саки, вынужденные покинуть бассейн реки или двинулись на Фергану и Согдиану. Около 145 года до нашей эры они вторглись в греко-бактрийское царство и сожгли Александрию Оксианскую. При продвижении на юг саки в середине II века до нашей эры заселили южные области современного Афганистана, так называемый Сакастан. В конце II и первой половине I века до нашей эры племена саков проникли в северо-западную Индию, образовав в середине I века д.н. Ряд индосакских государств. Одним из самых известных индосакских правителей был царь Май, под властью которого находились Гандхара, долина Свата и, возможно, часть Кашмира. Его преемник Ас расширил свои владения и титуловал себя, аналогично правителям Парфии, великим царем царей. Около 60 года до нашей эры индоскифы взяли крупнейший город тогдашней Индии – Мадхуру. На востоке их набеги доходили до Паталипутры, и к X году до нашей эры под их напором пало Индогреческое царство. В I веке нашей эры саков в Индии стали вытеснять на юг двигавшиеся с севера кушаны, ветвь племени юэчжей.